Ребят, на дальнюю поклевка. Ух ты, стерлядь что ли попалась? Ребят, стерлядь попалась что ли? Так, есть. Есть. Она выпрыгнула. Это стерлядь, наверное. Иди сюда, тихо, тихо, тихо. Ух ты, блин. Здорово, ребят. Так, сейчас. Что, родные, всем привет. Очередной выход по рыбалке. Сегодня, ребят, я вырвался на утряночку. Ну, дождусь утряночки, посижу, порыбачу. Днем ходил, копанул миножек немножко, штук десяток. Хочу поставить доночки на миножку и на фидер посидеть. На червя уже смысла нету, но на миножку, ребят, есть толк, есть дело. Совсем недавно ходил вот на те пески, за поворотом сидел. Возможно, видели, ребят, поймал двух подлещиков, но один такой добротный уже, такой хорошенький. И вот пока сидел под тем берегом, под обрывом, ясь просто извращался. Столько всплесков было язя. И сегодня хочу вот именно туда дойти, ребят, и попробовать добыть язика. Так, внепланово, ребят, выходил на речку, ставил доночки на миножку. Там немножко 3-4 донки оставил. И на мое удивление щука, ребят, щука попадалась. Не крупная, но она ловилась. Сейчас вставлю фрагменты, ребят, как это было. Так, эту походу не нашли. Тут у меня зацеп, что ли, блин. Там щука попалась. Зацеп и щука, ребят, попалась. Интересное дело. Как-то надо достать ее. А, тут даже две щуки, ребят, смотрите. Щучка попадалась на миножку. Ну, хотел искупнуться так на речку. Там кочку поднял, благо миног много. 2-3 доночки поставил. И вот так вечером опять приду искупнуться и проверю. Вот 3 штучки там попало щучек. Ну, пару поводков откусила, конечно. И вот такой монстр попался, ребят, это минога. И она, видать, как-то плыла и забагрилась. И на удивление такие порезы на ней. Это вообще там какой-то монстр ее хватал. Ну, щука, скорее всего. То бишь крупная приманка, крупная щука. И сегодня, ребят, хочу вырваться, порыбачить на обрывах. Не знаю, посмотрим. Погода пасмурная. Ну, дождя вроде не обещают. 8 вечера, 13 июня, ребят. Завтра у Дрюни день рождения. Сегодня дождусь утрянки. До 2-3 посидим, посмотрим, ребят. Миножек накопал, миножки в воде у меня, в бутылке. Сейчас достанем. Ну и пойдем порыбалим. Понеслась. Так, я с собой ведерко взял специально под миножек. У нас, ребят, немножко похолодало. Дожди, грозы пошли. Ну и сразу так на градусов 10 у нас температурка понизилась. В принципе, хорошо, даже лучше. Не особо комар бьет, мошка. Но все равно есть. Так. Вот моя бутылочка. Я втыкал ее. На дне вот они у меня вот так. Вроде все хорошо. Отлично. Там немного камней, чтобы бутылка утонула. Водички добавим. Ну, немножко боевые. Хорошо. Вот так. Ну, а бутылку утопим. Пригодится еще.
Рыбалка в шаговой доступности, ребят, так что хожу вот так, вечерочки коротаю. Все лучше не дома на диване, а на рыбалке. Вон мужичок сидит, на той стороне видно, ребята сидят. Короче, погнали, ребята. В канавах до сих пор вода стоит, хоть и оттепель была, но все равно. Так, здесь если что, рогатульки можно рубануть быстренько. Ну, вот здесь уже более-менее. Здесь, наверное, и раскидаем. Там, если что, можно побегать будет. Ну, здесь уже, допустим, опять же не пробежишь. Да, спуститься не спустишься. Ладно, посмотрим. Ну вот что-то уже к делу. Что-то уже к делу. Ну вот здесь можно с этих мест доночки покидать. И на какой-нибудь кочке фидерком сесть недалеко от берега. Течение большое, соточку поставить метров 20 от берега. Шлеп, она будет стоять. И я здесь вот говорю, он прям здесь плескался. Опа. Так, дон, немножко в воду поставим. Главное, что лодка не проехал. Пойдем рубанем что-нибудь. Ну, что-то даже нашел. Одну нашел. Тут ямка небольшая. И вот я хочу выход с ямы. Не хочу и в яме. Ночью налимы, наверное, атаковать будут. А у меня сегодня ясь. Хочу езя. Прям хочу, братва. Ну ладно, сейчас пойду, вон там кусты. Рубанем что-нибудь. Не боюсь повторять, ребят. То, что рубишь ветки, кусты. Этот ивник, ребят, у нас просто заполонил уже. Рыболовных мест нету. Так что нормально. Это даже не дерево, сорняк какой-то. Так его считаем. Два. Что-нибудь найдем. Обустраиваемся сразу. Так, здесь у меня доночки, пауэрбанк, телефон надо зарядить, слабенький телефон. Тут что у нас? Бутерброды, термос. Сегодня налегке. Тут у нас прикормочка на фидер. Червячки. Запасные крючки, грузила, поводки и так далее. Ну и стульчик наш. Все, в принципе. Опа. Так. Так, мне надо пару бубенцов на закидухе. Эти закидушки тоже закину на миногу. Пускай будут. Сегодня в планах ясь. В преимуществах окунь. Ну, на щуку как повезет. Блин, что-то шел, пока запуталась. Лещ на фидер, если получится. Ну и все. Готовим закидушки. Вот так вот. Мощный удильник. Крокодил. Всем известен, ребят. ТС 250. Ну вот эти грузила. Но здесь я не буду ставить противотечения. Я их спущу. Далеко кидать не будем.
первая и вторая. Чуть берем ножик. Опа. Поставим тут недалеко закидушку на миножку. Так, ну туда я уже не буду бегать. Сюда вот маханем. Шлеп. Отлично. Много раз показывал по миногам, ребят. Ну как, это не миноги получается. А так. Обычно оваливаю в песке, чтобы держать было удобнее. Надрываем губу, чтобы не зарывалась. И под хвостик ее насаживаем. Крючки должны быть острые, чтобы ни себя не мучить, ни наживку. Все. Вот так прокалываем. И шмаляем метров 20. Не особо глубоко, метра 2,5, наверное. А рыга только, конечно, немножко нищая. Держать, наверное, я надеюсь, будет. Лишь бы не вырвал, если ясь хороший хапнет. Вот так вот. Ну, такие достаточно грузила. Все, что ни на есть, хорошо. Там уже не буду ходить, там по-любому глина. Второй где-то недалеко поставим. Здесь так, немного травы оборвем. Второй есть. Таким же макарчиком насаживаем и запускаем. Такой же процесс делаю. Вот получается 4 штучки я взял. Сюда, сюда, туда и в ямку одну. Я думаю, нормально, а здесь фидером спокойно сяду. Такой же процесс, только там 2 поводка. Нормально. Погнали. Что, последняя доночка заряжена. Можно заниматься фидером. Донки перезакидывать не надо. Конкретно зазвенело, ребят. Делаем вещь. Ну и вот эту сейчас пойду, что-то подзенькнула, она на миногу сожрала. Или сорвала. Посмотрим сейчас. Обрыв все равно такой небезопасный, я бы сказал. Тут споткнуться в 3 секунды и можно в воду загреметь. Не хотелось бы. Я тут по молодости обрывов, ребят, летал. Страшное дело. И с удочками, и с рюкзаками. Идешь, 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 а как обычно на азарте. Бежишь аж на рыбалку. Пацаном помню. Как споткнешься, а там видели, какие крутые, сразу вода. Хрясь, хрясь. Благо ничего не ломал я в плане рук, там ног. На удочке ломал пополам. Со слезами домой. Вот такие дела, да? Донка 12 метров. 13, 14, 15. По метру добавил. Ну что это? Ну, в принципе, это еще более-менее 2,5. Та уже где-то метра 1,5. Около 2 глубина. Что тут у нас? Так, это живая. Все хорошо. Та тоже живая. Совсем мелочь какая-то подходила. Ну, здесь недалеко. Ясь, потому что в этом районе прыгал. Правда, под утро. Ну,
Мы к утру-то и пришли. Ну все, братва, начинаем разбирать фидер. Траву немного надо убрать, чтобы сидеть хорошо. Кофейку надо, ребят, выпить 100%. Так. Под ноги. Думаю, достаточно будет. Первое. Так как у нас так будет стоять. А вторая. Отлично. Стульчик. Ну, правда, тут берег такой пологий. Как-то так, что ли. Более-менее можно сейчас. Ну что, занимаюсь фидером. Как обычно, сейчас быстренько снарядим кормушечку, поводочек и посидим. Так, чисто для души порыбачим. Фидерок уже обновил. Дождик мелкий пошел, что-то закропалил. Ну все, сейчас быстро снарядим. Погнали наших городских. Ёк-макарёк, ребят. Сам только сказал, что, блин, лодка пройдет, ведро не оставляй. Поздно, блин. Поздно я, ребят. Штук с десяток, наверное, дал свободы. 4 штуки у меня осталось. Ё-моё. Все, уплыли. Блин. Поставил ведро, а потом смотрю, знакомые едут, рукой машу, пролетели. Смотрю, ведро-то у меня поплыло, блин. А? Досада. Поводочек. Блин, с миногами, конечно, вообще некрасиво получилось. Антоха, если будешь смотреть, миножек ты, короче, мне поднапортил маленько. Так, кормушечка. Поводок биса завяжу. Схожу вот туда на яму. Попробую кочку там посмотреть. Может, найду что. Штук 5 хотя бы надо. Утром раздача будет. Не крупного изя. Мне просто не хватит вообще. Так, что по прикормочке-то у нас? Пакетик есть, и у меня еще 100 рыбалки оставалось. Не стал я там ничего выбрасывать, замораживать. Она как будто даже немножко увлажнить надо. Да, сильно рассыпается. Немножко, совсем крополя. А так набухшая, хорошая. Так, ну что, погнали. Неудобно маленько, конечно, здесь. Ну да ладно.
Тут она доночку опять зынкнул. Блин, за минок так переживаю. Думаю, блин, все классно. Как раз накопал. Лучше отпустить потом утром, чем вот так переживать, что не хватит. А может, донки простоят всю ночь без поклевки. Монтаж, ребят, монтажа у меня никакого нету. Простой коромысло. Кормушка 100 грамм. И здесь недалеко пошвыряем. Ух ты, блин, ребят. Симпатично. Вообще симпатично. Так, как-то надо так чуть-чуть развернуть. Немножко боком. Чтобы поклевку видеть если что. Ну вот. Сюда прикормочку. Червячки. Стульчик. Все что удобно брать. Удобно. Блин, свал тут хороший. А я, получается, донки перекинул вот этот свал. Яма прям здесь. Но если поклевка будет, клипсануть. Пошвыряем. Ну, течуха здесь нормальная. Ну, мне вот именно что надо, что вот ясь он к утру он прям здесь весь. Пух-пух. Видать, играет с этой бровкой. Аж поднимается. Ладно, кофе попьем. Что у нас по времени? Ну, 9 часов. Отлично. 10 час уже. Кофе попьем, ребят, и надо сходить. Сходить надо немножко посмотреть. Слышно музыка. Ну, здесь дорога недалеко. Молодежь гуляет. Тепло. Тем более выходные. Давайте, ребятки, ваше здоровье. Заезя. Пошел, ребят, минок смотреть. Поклевка на донку. Сейчас на вот эту. Хорошо позвенел. И бросил. Блин, дошел до туда, кочек нету. Что это у нас опять? Мелкий окунь. Подъязик. Позвенел и бросил. Ладно. Сейчас не об этом, надо минок думать. Где найти. О, здесь еще, ребят. Блин, это поклевка щуки, ребят. Не понял. Обычно щука так бросает. Прям положил. Ну, видно, удар. Ну, тупой удар. Укус. Не укус. Рано, что ли, еще? Так. Ну, возня начинается. Сел на фидерок. Но мелочь какая-то потряхивает. Ну, блин, здесь свальчик такой отличный. Прям 4 метра, блин. Шикарно. Но далеко не буду кидать. Я здесь прыгал, показывался. Так что посидим недалеко от берега. Ух ты. Фига, ребят. Поклевка была у меня. Закидушка упала.
Поклевка, закидушка просто в воду. Рогатулька хреновая. Немножко нормальная. Какие-то забияки мелкие поклевывают. Как-то тебе надо воткнуть. Так что ли? Так, с миножками экономим. Ну там мелко. Блин, будет долбить, слетит. Так, ребят, на дальнюю поклевка. Ух ты, стерлядь что ли попалась? Ребят, стерлядь попалась что ли? Так, есть. Есть. Она выпрыгнула. Это стерлядь, наверное. Иди сюда, тихо, тихо, тихо. Ох ты, блин. Здорово, ребят. Как тебе сейчас мать сюда выводить-то? Опа. Ху-ху-ху. Тихо, 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 тихо. Фух. Вот это трофей. Мать моя женщина. Так, ребятам, у нее шипы. Аккуратно надо все это дело. Потому что палец может перерывать. Ну вот. Такая забияка. Ёк-макарёк. Что будем делать? Завтра день рождения. Отпускать нет. Фух. Ну, вроде по размеру подходит. Возьмем. Жесть. Не успел, ребят, разобраться на эту звон. Где же извод? А вот он. Ёк-макарёк. Ну тут что-то понятно, непонятно. Ясь, походу. Ребят, вот так калашматит меня, блин. Ну, короче, стерлядь здоровая. Это, наверное, бестер, скорее всего. Качает что-то. Налим, что ли? И она даже вот этот 180 груз доночный поднимает. Мощная рыба. Что-то звенит. Ну, там немного слетело, блин. А тут что-то подзинкивает. О, налим, ребят, качает. Но, походу, уже там. Десятый час, 10. Налимы-то вышли уже. Ох, ребят, меня вот так трясет. Я вам серьезно говорю. Что будем брать? Еще раз качнет. Будем брать. Темнеет уже. Вот это фидерок, блин. Так думаю, пару донок поставлю. Ради. Так. Не пойму. Нет, что-то есть. Ух, пошел. Ух, пошел. Что такое? Еще одна, блин. Да охренеть. Охренеть. Вот это я встал, блин, на русло. Вот это я встал на русло. Тихо, 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 мать. Вот это жесть, ребята. Вот это охренеть. Фух. Да.
Вот это беда. Это охренеть. Вот это раздача. Я прям в шоке, блин. Охренеть. Две подряд просто. Бац-бац. Пришел тут на фидорог, думаю, закину парочку. Так чисто, может, подъяз. Любит. На себе удача. Вообще удача, блин. Одна вообще матерая. Ну, одна вроде 35 сантиметров нету. Ну, вроде как есть около 40. Не знаю. Отпускать, наверное, такую надо будет. Прям трясет. Я ее тут только отпустил. На берег закинул ее. Вторая донка. Дзын-дзын-дзын. Вот такие, ребят, дела. Уже темнеет. Надо. Фонарик, комар вышел, блин. Жесть. Так, ребят, поклевочка на закидушку. Что-то дернуло. Бенчик снять. Ну, что-то вроде как будто подъяз. Вот качает. Он качает. Кто-то, ребят, боженька рыбак знает, что Андрюха завтра день рождения. Через 2 часа у меня день рождения. Подарил мне такие эмоции, такие поклевки, такого соперника. Очень мощная рыба. А ложка у меня получается на донках. Я взвешивал, когда заливал. Грамм 180. Вот эта рыба, она спокойно вместе с грузилом выпрыгивает. Очень здорово. Что-то тут качает, а вот непонятно, налим что ли. Да, круто. Что-то успокоилось. Рыбачок собрался на лодке, который сидел. Вот у него машина здесь. Домой едет. Не, хотя лодка осталась, наверное, ноги затекли. Перекусить, наверное, тормознул. Ладно, что-то покачало, но надо перепроверить. Опа, ребят, рыба. А что-то причем неплохая рыба. Что такое? Да ладно, опять что ли? Еще одна. Еще одна. Чисто за губу. Ах, стоять. Тихо, тихо, девочка. Еще одна, ребята. Ах, мощная торпеда. Губа. О, какая красавица. Поклювал и что-то стоит. Тишина, затишье. Охренеть. Ну что, ребят, вот такая красавица попалась. Тихо, 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 тихо. Третья, блин. Но это самая некрупная. Мы, ребят, ее отпустим. На день рождения Бог рыбацкий мне сделал подгон, подарок. И я ей дарю жизнь. Так как у нас эта рыба все-таки ценится. Мы ее отпустим. Я загадываю желание на этот сезон, на свой день рождения. И мы просто ее отправляем. Давай, красавица. Немного устала. Давай, подруга. Очень меня порадовал. Сильная рыба. Вот уже оживает. Потратил много сил. Пошла. Пошла, красавица. Фух. Ну вот.
Да. Все-таки есть какой-то рыбацкий фарт. Я думаю, нормально. Пускай она принесет, эта удача, этот сезон. Короче, ребят, я на эмоциях, язык немного не работает. Такие пироги. Ладно, пойду заряжу, получается, закидушку. Пришли за изюм. Надо поймать езя. Прохожу, ребят, немного протягиваю. Потому что я уже говорил, даже с порванной губой не могут зарыться. Да, ну это, конечно, блин, я в шоке. Вот это фарт так фарт. Ну все, можно успокоиться. Потемнело. Но сегодня еще пасмурно. Из-за этого. Блин, пойдем обрывом побегаешь. Ноги сломаешь. Скользко. Можно фидерком побаловаться. Посидим фидерком. Опа. Вчера кто-то пожамкал. Смотрите, ребят. Как будто лещ. Обычно он так делает. Нифига не мелочь. Мелочь бы уже сорвала, блин. А этот обсасывал. О, блин, это здоровый слишком. Монолима. Комар, блин, жужжит. Я что-то еще ничего не взял. Никакого этого спрея. Сейчас ходили с Лариской на сплав. Спрей, блин, денег стоит, а нифига не помогает. Так, все равно грязь плывет. Все перезакинул. О, да ладно. Я тут только, ребят, закинул, я немного подальше отправил. Кто-то подошел. Блин, в траве вообще неудобняк. Цепляется все. Ох, ямка хорошая. Как играет, как хорошо. Все, ребят, надо угомониться. Кофейку немножко. Надо адреналинчик подспустить. Или наоборот. Кофе же, по идее, наоборот поднимает. Ну что, сколько там время-то у нас? Через 40 минут, ребят, день рождения. Тарарара. Завтра, кстати, едем на рыбалку с ночевой. Беру Лариску. Да ладно, блин. Хорошо кто-то дал. Вы мне дадите успокоиться, нет? Мать моя женщина. Весь на эмоциях. О.
Да ладно, опять. Что ты будешь делать? Опять хапнула. Так, свечка. Так, сюда будем выводить. Тихо. Еще одна, ребята. Такая же. Ах, тихо, матушка. Тихо. Ребятки, еще одна. Давай, бродяга. Ну все, успокойся. Вторую запуталась. Эх, красавица. Давай. Пошла. Эту, ребят, только чуть подальше закинул. Как у нас миножка. Но вроде живая еще. Еще поработает. Там мелко, блин, 1,5 метра. Мощно. Кофе опять не дали попить. Фидерком побаловаться. Так, телефончик у меня разряжается. Я тут взял зарядничек. Поставить. Что там у нас? Опять что-то дзинкнуло, что ли? Кстати, хороший, ребят, хороший пауэрбанчик. Есть на айфоны, есть простая зарядка, вот эта скоростная. Сейчас телефон просто махом. Но она еще стоит перебойник, то бишь она сама, ну, как бы подбирает под каждый аппарат заряд. То бишь дорогую аппаратуру можно не испортить. А накрыть надо. А то, блин, роса. Ну вот. На фидер просто мощная сейчас поклевочка была. Очень красиво, ребят, смотрите. Такая полоса. Не знаю, как камера, конечно, пишет. Но вообще, аж прям пятак такой освещается через всю речку. Решил перезакинуть доночки. Так, чисто трава, потому что все равно идет немножко. Немножко почистить. Так, вроде все хорошо. Лишний раз как бы тоже не надо передергивать, потому что слететь может наживочка. А так как у меня их вообще не осталось, чуть-чуть не набросил. Ну вот, вроде так затихло все. Короче, ребят, я рыбачу. Тишина, такое спокойствие. Поворачиваю просто голову направо. И там такая картина. Охренеть. Я сейчас вам покажу. Короче, ребят, плот. Плот идет. Хороший плот. Люди сплавляются. Сейчас познакомимся.
Приветствую, господа отдыхающие. Это он нас уже снимал. Мы уже попадали к тебе в кадр. Ну как отдыхаем? Нормально? Отлично. Верю. А рыбы нет. Рыбы нету, да? Что-то ляпкой там. Давай самое, не сколько рыбачили, сколько отдыхали. Понятно. Ну вам осталось-то что, полкилометра. Не знаю. Позже плывем. С пользой идете? А за озере как прошли? А там сейчас съезд сделали, да? Нет, мы собрали, это же разбор. А, ну все понятно. Ну вот так, ребят, отдыхают люди. А что здорово. Плывут они достойное расстояние, просто многие не знают. Это тоже поселок на этой же реке. Чисто по трассе 50 километров. По реке, наверное, соточка-то точно будет, если не больше. Молодцы. Я главное сижу, тишина такая, и не слышно как-то их было. И сумерки такие еще. Просто смотрю, какая-то такая штука надвигается сквозь сумерки, блин, вообще. Ну что, ребят, что-то я слышу там какие-то смс зачастил ночью. С днем рождения, любимый. Короче, ребят, поздравляют меня с днем рождения. 13 минут. Все, у Дрюни сегодня день рождения, ребят. Короче, ребят, как-то так. Надо выпить за себя, за нас, за вас, за все, ребята. Так что кофейком. Ну, сегодня поедем на рыбалку. Там немножко покрепче. Ну что, Дрюнь, давай, будь здоров. Расти большой, не кашляй. Все будет ништяк. Ну вот и рассвет. Вот и утряночка. 2 час утра получается, уже ночи хотел сказать. Ну, белые ночи у нас, ребят, до 22-го вплоть вообще хорошо. После 22-го начнет уже на спад идти, немного темнеть. Ну, я живу на юге республики, ребят, на юге севера. У нас еще особо так сильно не касается в плане, допустим, Воркуты там или ту же Печору. Там, конечно, посерьезнее все с этим. Но как бы ни было, все равно оно есть. В плане, допустим, я знаю, что сейчас у некоторых темнющая, а здесь вот сидишь спокойненько все. Ну и сегодня еще пасмурно, конечно. Тучки, а так бы вообще было хорошо. На фидер тишина, ребят. А закидушки поставил, тоже молчат. Ну, я имею в виду на червя. Тоже даже мелочь не поклевывает. Ну и доночки, конечно, тоже молчат. По идее, уточка, я думал, что язи хоть порадует. Пока тишина. Чайки летают, по берегу там ходят. Короче, красота, ребят, одним словом. Спокойно, тишина. С полчасика, наверное, посижу еще и буду сворачиваться. Пока доберусь до дому, пока разденусь там, ну, короче, бытовушка. Пока туда-сюда. Поспать надо маленько. Сегодня тяжелый день, ребят, сегодня именины у меня. Ну и сегодня мы собираемся на рыбалку. Хотим порыбачить. Ну, в целом, как рыбалка, просто я день рождения хочу отметить, ребят, на рыбалке. Я думаю, это нормальная позиция для меня, который любит это дело. Отметить на рыбалке день рождения, это, думаю, вообще классно. Так что как-то так. С полчасика еще посидим. И будем сворачиваться. Ветерок какой-то поднимается. И маленько что-то замерзать. Кофеек у меня все закончился.
А маленький термос. Да, и что-то я в одной вот этой флисовой, правда флисовой, но все равно с утреца прохладненько так. Ну вот такие дела, ребят. Что, ребят, посидел еще с полчасика. Собираюсь. На фидер такая хорошенькая поклевка была. Непонятно, правда. А так тишина. Будем сворачиваться. Вон даже на закидушке червей не этот не тронули. Червячки как были, такие есть. Спасибо за рыбалочку. Отработала. Ну вот. Фух. Погнали домой, братва. О, здорово, рыбак. Что, посиди со мной, пожалуйста? Как будто бы нет желания. Домой надо отдыхать. Извини, конечно, лисы где-то. Блин, закончились. Я вон самого мужичка стрельнул. Ты что, куришь, что ли? Ты давай завязывай с этим делом. Сейчас модно не курить, чем курить. Ну, я смотрю, ты по уму, да? На полдоночку. Да. Блин, Только только нечем. Рогатульки только этот у тебя не налажены. Да. Да, какие взял. Ну, вот тут вот валялись. Угу. Понятно. Ой, рогатки надо сначала. Да, рогаточки надо сделать. А есть ножик какой-нибудь? Есть с собой. Ты просто в свое время как бы выруби, а потом прячь их под кусты куда-нибудь. Потом пришел, достал и все. У тебя уже готово. Сейчас я тебя вырублю. Нормально. Я вон еще просто знаешь, какое мне больше у тебя видео нравится? Какое? Которое это, когда ты на зимнюю рыбалку двух девушек привез. Ну, дочку и Ну, когда ты не знал, что зимой так много снега. понятно. Ну, молодец, что смотришь. Молодец, говорю, что смотришь. А что, мне же тоже про рыбалку интересно. У тебя еще такие прикольные эти зимние удочки. Нет, не тут, где-то подальше немножко. Ну, я не знаю, сам потом разберешься. Ага. Где тебе удобно. Я вон тебе нормально вырубил. Спасибо. Воткнешь потом как надо. Ну, спасибо. Настроишь. Ладно, пока. Да, пойду потихонечку. Добрался уже до поселочка. Немножко уже дома. Боженька, ребят, просто вознаградил меня отличными поклевками, ребят. Вот эту поймать достойную рыбу. Я просто знаю, что вот эти бестера, стерлядки бывают просто раз в 4 года вообще не берут. Просто не берут. А сегодня, ребят, просто на день рождения мне такой подарок. Я одну взял себе, ребят, самую крупную на стол. Я думаю, этого заслужил. Это как день рождения, ребят. Ну, от себя, по традиции, ребят, желаю всем хорошего настроения, любви, счастья. Ну и хороших рыбалок, ребят, хороших вот таких поклевок, таких эмоциональных, ребят.
Потому что для этого, ребят, реально мы, наверное, и ходим, и пропадаем ночами, днями на водоеме. Я думаю, в наше время никто не рыбачит уже в плане рыбы, там, прокормить семью и так далее. Рыбачит удовольствие, какие-то получить эмоции. Ну, я тоже не понимаю тех, кто просто ловит рыбу для удовольствия, отпускает целиком ее. Просто вот буквально на днях, ребят, сплавлялись. Щучка взяла, вроде ничего не травмировано, отпускаем, она просто всплывает. Соответственно, еще не факт, то, что ты ее отпускаешь, ты сохраняешь ее, там, ее рот и так далее. Так что, ребят, быть правильным рыбаком, я думаю, самое главное. Не жадничать никогда. Относиться к природе достойно, ребят, потому что такие подарки, ребят, реально ничем не сравнится. Вот сегодня это самый первый подарок, самое первое поздравление мне на день рождения. Вот эти поклевки, вот эти эмоции. И за сегодняшний день, ребят, их никто не перебьет, даже если подарят мне там яхту там или что-нибудь еще. Ну, я так, к примеру. Так что, родные, будем рыбачить, будем, ребят, относиться к природе нормально, и она в какой-то миг, ребят, не всегда, но в какой-то миг она улыбается и поворачивается тебе лицом, ребят. Так что будет так. Будь добру, родные. Всех обнял, на связи.